19 апреля в Галский район с рабочим визитом прибыла делегация Министерства туризма во главе с Теймуразом Хижба. Целью визита стало посещение мест, которые могут заинтересовать туристов. Встретил гостей глава администрации Галского района Константин Пилия, а также его заместители. Минтуризм проводит комплекс мероприятий по подготовке к туристическому сезону 2023. И было принято решение начать эту работу с Галского района. Первым объектом, куда отправилась делегация, стало Галское водохранилище, или же Галское море, одно из излюбленных мест не только местных жителей, но и жителей других районов. Строительство данного уникального объекта началось в 1961 году, закончено было в 1987 году. Огромная территория, заполненная водой. Во время Советского Союза здесь тренировались лучшие спортсмены по байдарочному спорту, чемпионы мира, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Также особо хочется отметить, что здесь проходили чемпионаты Советского Союза на дистанцию 250, 500 и 1000 метров. Это считалось лучшей базой для подготовки спортсменов именно этого вида спорта. Уникально это место тем, что, вы знаете, зимой все наши озера замерзают, но Гальское водохранилище на 2 градуса выше температура из-за течения, и потому здесь спортсмены имели возможность тренироваться круглый год. Также особо хочется отметить, что данное водохранилище очень богато рыбой, и любители активного вида отдыха, активного вида туризма могут здесь заниматься рыбалкой, спортивной рыбалкой. Галский район является самым удаленным от государственной границы с Россией, откуда и прибывает 90% туристов. Дальняя дорога вызывает определенные сложности. Из-за этого в Галский район отдыхающие приезжают неохотно. Теймураз Хижба отметил, что Минтуризм будет поддерживать Галский район и сделает все возможное, чтобы привлечь сюда туристов. Ну а в целом места очень красивые. Я думаю, мы должны все сделать возможное, чтобы наши гости, наши республики побывали здесь, потому что, наверное, это самый недооцененный район нашей республики. Я имею в виду в сфере туризма, по понятным причинам. Я думаю, что в ближайшее время мы эту ситуацию будем исправлять и будем делать все возможное, чтобы сюда приезжали наши гости, смотрели на удивительную природу, удивительные места, и самое главное, здесь живут прекрасные, очень гостеприимные люди. Как было заявлено руководством республики, если все пойдет по плану, как мы ожидаем, будет открыт аэропорт имени первого президента Республики Абхазия, и дорога будет короче. Но до того, как аэропорт будет открыт, мы, Министерство туризма, сделаем все возможное, чтобы наши гости, наши республики в полной мере увидели красоту нашей страны, а для этого им в том числе нужно побывать в Гальском районе. Галское водохранилище является частью первой перепадной гидроэлектростанции, а сама гидроэлектростанция – частью Ингурского гидроэнергетического комплекса. Первая перепадная гидроэлектростанция работает с 1973 года. Это место хоть и не является на сегодняшний день очень известным и популярным, но тем не менее сюда нередко приезжают туристы. Здесь есть на что посмотреть. Сейчас мы находимся на первой перепадной ГЭС, это так еще называют малая. Тут 3 турбины по 70 мегаватт каждая. Вот сейчас идет полная реконструкция, которая не делалась с 70-х годов. Большой период времени турбины отработали, и нужна была такая глубокая реконструкция. Вот сейчас Ингургэс ведет эти работы. Это были плановые работы, но они плавно перешли в глубокую реконструкцию. В ближайшее время они завершатся. Вся энергетика, которая вырабатывается Ингургэс, это тоже звенья одной цепи, вся делится у нас 60 на 40. 40% электроэнергии выбирает Абхазия, 60% выбирает Грузия.
И это перепадная в том числе. Бывшая база Советского Союза по водной гребле, которая находится в селе Галхуч, была разрушена в военное время и долго находилась не в лучшем состоянии. База практически полностью заросла лесом. Около 2 лет назад группа неравнодушных людей очистила это место, превратив тем самым бывшую базу в небольшой туристический объект. Тут есть все необходимое для приятного времяпровождения на чистом воздухе. К тому же отсюда открывается красивый вид на Галское водохранилище. На Галском водохранилище у нас есть 3 острова. Они также оборудованы, как и тут, как вы видите. У нас есть катера, на которых мы будем возить туристов по этим островам. Есть вдоль берега Галского водохранилища находится Речкинская церковь. И с катеров можно увидеть красоту этого храма и также живописные нетронутые места. Далее делегация отправилась в Ингур-ГЭС, где технический директор станции Гия Хубуа провел небольшой экскурс по машинному и турбинному залам, а также залу управления. Гия Хубуа рассказал историю станции и о том, как идет работа в ГЭСе на сегодняшний день. Я, во-первых, хочу поблагодарить Гию Варламовича за уникальную экскурсию. Я здесь впервые. Я, может быть, небольшой специалист, но считаю, что это шедевр инженерной мысли. Это самая крупная электростанция на всем Кавказе. И, конечно, я был поражен масштабами, поражен сложностью работы специалистов, за что мы им все благодарны. Ко всему прочему, конечно, в процессе нашей экскурсии я у Гии Варламовича поинтересовался, что нас ждет летом. В летний курортный сезон для нас это важно. Гия Варламович заверил меня, что в летний курортный сезон проблем с электроэнергией на территории Абхазии не будет. Мы сейчас находимся в машинном зале. Это называется турбинный этаж, здесь расположен 5 турбин и вспомогательное оборудование. Завершилась рабочая поездка на уравнителе Ингур-ГЭС. Подводя итоги поездки, Теймураз Хижба отметил, что доволен увиденным. Галскому району есть что показать отдыхающим и есть чем привлечь туристов. Этот район имеет огромную важность для Абхазии. Мы сделаем все возможное, чтобы наши гости смогли насладиться Абхазией в полном масштабе, сказал Хижба. В целом я очень доволен сегодняшней поездкой. Я хочу выразить благодарность руководству Гальского района в лице Константина Эдуардовича Пилия. Слов нет, этот район имеет огромную важность для Республики Абхазия. Здесь мы сделаем все возможное, чтобы наши гости смогли насладиться Абхазией в полном ее масштабе и посмотреть на красоты Гальского района. Константин Пилия, в свою очередь, выразил большую благодарность Министерству туризма за проводимую работу и за неравнодушие к Галскому району, отметив, что было бы хорошо, если Гал включат в туристические маршруты. Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа.